Всем привет! Сегодня я хочу рассказать об одной из лучших игр для 5800, по моему мнению. Это игра Cops. Итак, начнем. Игра представляет собой, наверное, адвентуру какую-то. То есть, давайте какую-нибудь из миссий посмотрим. Очень неплохо анимировано, очень много мини-игр. Есть, видите, и гонки на машинах сверху, и всевозможные разговоры, когда надо говорить. Ну, давайте я загружу какой-нибудь уровень, и на его примере покажу примерно, что она собой представляет. Итак, ну давайте возьмем средний уровень сложности, хотя это нам не очень важно. И я покажу, что это такое. У игры очень неплохой сюжет, практически расследования, которые ведут копы. Видите, тут постоянно идут диалоги, вот как все это анимировано. Много мини-игр, просто уйма, там и есть какие-то спортивные игры, и стрельба сделана несколькими видами. Так, вот выбираем персонажа и двигаемся. Но так, повторюсь, это, наверное, адвентура. То есть, видите, мы разговариваем, сходим со свидетелями, со своими напарниками, следим за тем, что происходит. Вот я сейчас попробую посмотреть, видите, в этот, ну, он от фонтана ударяется. И, в общем, очень мне увлекательная игра, на самом деле, действительно, очень неплохо анимированная. Вот, сейчас нам цель подойти и поговорить со свидетелем. Видите, есть выбор. Мы соглашаемся поискать ее кота. И дальше следуем на поиски котяры. Видите, например, нам стрелочка показывает, что делать надо. Вот кота мы нашли. Но не так-то просто, он от нас убегает. Хотя, я повторяюсь, это не всегда такого рода миссии. Иногда и боевые миссии присутствуют. То есть, очень большая вариативность игры. Давайте я сейчас пройду чуть дальше, чтобы показать что-нибудь другое. Вот QTE предлагают для перелазания, видите. Кот опять сбежал, и нам нужна рыба, чтобы его подманить. Подходим к подросткам, беседуем с ними. И они предлагают нам ударять в это, поиграть с ними в мяч. Итак, бросаем мяч. Я промазал. Вот мы как бы следим, видите, показывает за автотранспортом. Видите, как в фильме «Такси» или где-то примерно убегает от нас преступник, и мы следуем за ним. Вот так, видите, выглядит перемещение на машине. То есть включается тоже стандартная для 8-биток игра с видом сверху. Сейчас я покажу еще какую-нибудь игровую ситуацию. Так, вводная такая, видите, захватили супермаркет, и нам надо вывести заложницу, и игра сейчас будет представлять собой, по сути, стелс-экшен. Вот видите, ходят террористы или преступники в масках, а наша цель вывести заложника. Вот заложник. Так, как во многих стелс-экшенах, мы видим, как враги следят за происходящим. Ну и, в общем, наша цель, видите, засекли. И все. Так, я вывел заложницу, а дальше начинается уже боевая миссия.
Вот смотрите, сейчас он стреляет и разбивает какой-то жидкость или что-то, и остаются следы, и потом придется идти по следу. То есть вот так, даже такие подробности здесь в игре используются. Итак, выбираем героя, которым будем управлять, и начинаем воевать. Видите, вот примерно так, мишень. Если она сходится на нашем противнике, то тогда мы в него попадаем. Если нет, то не попадаем. Ну, в общем, я с ними расправился, видите, дальше я иду по следу, но он вымыл руки, но у меня есть ультрафиолетовый фонарик, и я иду дальше по следу. В общем, игра очень много ситуаций таких представляет, и все их показать в одном обзоре невозможно. В общем, я считаю, что если у вас есть смартфон на Symbian S65 редакции, то в эту игру надо играть обязательно. Всем пока.